Так, время, ребят, 7 часов 30 минут уже почти вечера. Было 25 градусов днем, сейчас 18, плюсовая. Прикинь, какая жара. Затопил печку, сейчас буду готовить ужин. На ужин приготовлю овсяные хлопья, кашу. Туланчик лежит. Ну, здесь я небольшую лавочку такую сделал. Скажем, осенью рюкзак тут сюда положить или еще какие вещи. Давно уже надо было, конечно. Там в нижнем ярусе можно там дровишки заготовить, там бересту в запас. Все есть. Ну а территория у нас, ребят, все чики-пики, все чисто. Все убрал основное. Граблями тоже. Дым с трубы вон. Вот тут смотрите, сколько дров получилось. Море. Стельки, все сушится у меня. Так, ну что тут еще? Здесь столько дров. И в принципе уже я за сегодняшний день, наверное, кругов 3 уже, наверное, для вас поснимал вокруг избы. Пора уже, думаю, заканчивать. Пора заканчивать. Вот такой день был. Вот такая работа на сегодняшний день. Работу немалую мы сегодня тоже сделали. Вот. Это целое бревно поменял. Вон там, как видели. Ну и здесь в кладовке еще немножко поработал. Вот. И, как говорил, на ужин я приготовлю овсяные хлопья. В принципе, вкусно и быстро. Считай, за целый день сегодня тарелка супа. Вот, с 5 утра. И сейчас уже 7:30. Тарелка супа. Считай, это маловато. Надо поесть нормально. Сейчас я поужинаю и отдыхать. Смотрите, ребят. Овсяная каша. Научился я варить. Сейчас такая вот хорошая порция у меня получилась в сковороде. С маслом. Реально вкусный ужин. Обычно кашу на завтрак кушают. А у меня так получилось, что на ужин. Второй раз уже варю. Сегодня черный хлеб. Тулан тоже накормил. Такой черный хлеб. Сегодня уже получается мы третий день. СМС пришел. Это Викторовна мне деньги положила. Сейчас позвонил домой, и связь прервалась, у меня деньги закончились. Одним словом, ребят, я ужинаю и спать. Отдыхаем. Завтра день придет, посмотрим, что дальше делать. Погода, в общем, шикарная. И узнал насчет погоды, там кругом тепло еще. В селе уже все зелено. Ну и тут уже как бы листья тоже распускаются, там березовые листья, все зеленеет. И лягушки тут тоже просыпаются. Чем южнее, там раньше, а здесь чем севернее, тем позже все просыпается. На озере лед растаял полностью уже за 2 дня. Ну, 3-й день сегодня. Вот так. Ладно, давайте, ребят. Я ужинаю. А мы завтра встретимся. Что будет завтра, уже завтра буду снимать, рассказывать, показывать. Все, пока. Вкусно.
Бля, реально быстро это все готовится. За каких-то 5 минут. И ужин готов. В следующий раз тоже возьму. Обалдеть. Или мне так хочется кушать. Прям глотаю, не жевая. Проголодался я сегодня. Тулан начал лаять, ребята. Вон он куда-то идет. Какой-то зверь ходит. Или медведь, или лоси. Лает и идет, ушел куда-то. Время ровно 11 часов ночи. Да. Какой-то зверь, ребята, там. Может, медведь. Что-то неровно лает. Вот так, ребята. Смотрю, гадаю, кто там может быть. Не знаю. Факт, что кто-то есть. Мы не одни. Что-то сегодня ветрено. Ладно, обратно зайти в избу. В избе хорошо. Так что, ребят, когда рядом собака, намного веселее. И опасность, если есть, то уже знаем. Ой, утро, ребят. Опять собака залаяла. 6 часов утра. Я еще валяюсь сегодня. Чувствует зверя. Дождь начинается. Где-то в той стороне. Нет, это не лось, ребята. Клащубан пошел. Кого лает, непонятно.
Смотри, погода портится. Дождик начинается. Я в трусах еще валяюсь. Ух, надо просыпаться. Ой. Вон какая погода. Ты смотри, а. Сколько шумел я, вообще шума не боится. Шум, гам, я работал тут. Может, на фотоловушку попадет. Он много ходит. Чуть позже, если что, в ту сторону схожу, посмотрю, что нам стоит. Ой. Вот это я поспать сегодня, ребят. 6 часов. Обычно 5 часов стою. Фу, надо просыпаться. Так, возьму топор, ребят. Я схожу туда. Кто к нам в гости пришел. Чайник поставил. Пусть пока закипает. Что-то Тулан не осмеливается тоже, блин. А? Давай вместе сходим. Там метров 500 хотя бы. Может, следы какие я увижу. Мне интересно узнать, кто там ночью ходил, сейчас поутру приходил. Похоже на медведя, ребят. За лосям он обычно там ходит и далеко. А с медведем, как он себя ведет, просто я не знаю. Без понятия. Сейчас, если что там, если учует, там видно будет. Все, пошел Тулан. Учуял, ребят. Рванул. Блядь. Без оружия тоже, блядь, ходить как-то стрёмно. Опасно. Смотрите, какой тут подсада очень много. Не видно ничего. Там сейчас муравейник посмотрю. В ту сторону Тулан идет куда-то. Нюхтит. И нюхтит уже. Муравейник целый. Идем дальше. Небольшой поход для вас устрою. А то все изба. Сегодня еще возле избы, конечно, буду работать. Тут такой подъем. Поднимусь. Бля, подсада капец. В таких местах звери и живут. Что лоси, что крупные медведи там. Они здесь невидимые. 5 метров их не видно. Муравейник. Я по муравейникам хожу. Просто если быстрее след найти там.
Не сегодняшний, не вчерашний. Но, наверное, по весне это уже. Да. Свежий. Блять, солнце. Солнце потерял. Солнца нету. Тулан куда-то ушел, хрен пойми где. Далеко ходить тоже не стану, не рисковать. Сам видите, какая тайга у нас. Это не пустырь какой-то, где за 300-400 метров видно кого-то. Блять, здесь в упор никого не видно. Одним словом, ребят, еще полукруг такой сделаю и буду возвращаться. Ну нафиг, что-то неспокойно на душе. Неспокойно. Мне прошлые встречи с медведями, блядь, еще. Я еще их не забыл. Разбитый муравейник. Так, ориентир, чтобы не потерять, блядь, возвращаться. Однотонный лес, тайга тут. Где собака? Что-то молчит тоже. Опять, короче, ныряю в этот подсад. Ладно, пока выключаюсь, ребят. Пока тишина, собака тоже молчит. Тут такой осиновый уголок оказалось. Тут черта осина. Он пришел. Ничего нигде не облаял. Так что, ребят, живем, работаем дальше. Там видно будет. Между прочим, ребят, я очень давно как-то делал солонец. Тут осина была. Так я бутылку ставил и полностью солью там наполнял. Потом соль тает и по дереву идет. Ну и грызут. Ну вот, видно, что кто-то пробовал. Вон, да, это я и не замечал, ребят. Кто-то пробовал. Интересная штука, конечно, если есть в ваших лесах много зайцев. Пока тут оставлю, а то может еще добавлю сюда. Вот. Вот такие дела. Тулан спокойный. Ну вот такой кружок сделали. Мы недалеко, где-то кругу мне может метров 700 получилось. Фу, вспотел. Немножко вспотел. Так, сегодня, ребят,
я решил еще целый день побыть здесь. Может быть, еще дополнительно попилю. Здесь такие плахи, доски. Ну там, что есть материал. Потому что они гнилые, вот здесь все. И может печку еще установлю. Печку. С избой работу я закончил. Чайник, наверное, уже закипел там. С избой работу закончил. В принципе, да и что еще там? Внутренние работы с полом, там столик, нары. Все это дело, может, в ближайшем будущем тоже буду менять, переделывать. Когда будет стройматериал, у меня сейчас ничего нету. То надо подготовиться. Я только подготовился поменять нижние венцы. Вот. Да, еще вчера сюда еще жестянку прибил. Это бревно тоже гниет, между прочим. Этот угол, как ни странно, все углы еще более-менее. Этот угол, что бревно. Вот. Не знаю, сколько лет это выдержит, но просто изба потихоньку будет оседать так. Лестницу так повесил вот еще. Пускай так висит. Спрашивали, для чего эти корыта висят тут. Это корыто мы привозили, когда еще мы поставили избушку, поставили печку кирпичную, и мы тут мешали раствор глины. Вот этим я пользовался. Вместо такого чана. Вот, до сих пор висят, они просто не нужны. Они, наверное, заржавели уже. Сколько лет в таком состоянии. Вот, ну что еще? Жду, когда закипит чай. Что-то погода шалит. Дождик такой начинался, ветерок сильный. И все. Развеялись тучи. Птицы поют. Вот как, ну, приехали, вот там зелени вообще не было еще на деревьях. Вчера гусей еще, нет, позавчера гусей еще видел, 2 партии. Вот. Там, короче, все зеленеет, вот листва. Если вот посмотреть, здесь листва в таком состоянии. У нас в селе уже все полностью, да, скоро там черемуха зацветет. Это стопудово. Виктор вчера говорил, что уже набухли. Ну, все-таки, ну, может, дня 2 и будет цвести черемуха. Вот такие дела. Ладно, сейчас я жду чай. Хочется горячего чая. Ой, бля, все болит. Все болит. Ладно так. 6 часов 40 минут утра.